Гирихан Гациев поступил в больницу из соседней республики. Мужчина упал с лестницы. Несчастный случай произошел в августе. Его состояние было критическим. Позвоночник был буквально разбит, а смещенные костные отломки задели спиной мозг и внутренние органы. Как следствие, паралич ног и нарушение функций тазовых органов. Шоковое состояние очень очевидно. Боль сильнейшая. Зачем-то хармахам тия безболит. Рентген, все нормально, все законно сделали. Цултеха прооперировали. Дело. Учил уже команд, сунцана и не сболарялч. Говорю, омар чуадикшин команд подобрать его. Медсестра, лечащий врач, бригиш как одно действуют они. Операция, которую ему пришлось пережить, действительно сложная, говорит Умар Газгиреев и объясняет. Когда позвонок ломается, его можно заменить. Но случившееся с Гириханом Гациевым смещение привело и к травме спинного мозга. Вывести позвонок на исходное положение непросто, ведь вместе с ним смещаются еще и органы, которые можно случайно задеть. Выполнили декомпрессивную операцию, выставили там винты транспедикулярные. Ну и вызвали декомпрессию спинного мозга, освободили спинной мозг. Пациент уже на вторые сутки был активизирован в пределах палаты, мы его посадили, мы его в коляску посадили. Ну, до этого он где-то неделю лежал в другой больнице, республики другой. И сейчас проходит реабилитацию, мы постоянно в контакте с пациентами. Он отмечает положительную динамику, какие-то движения в ногах уже появляются. Еще одну операцию провели женщине, которая могла потерять не только зрение, но и жизнь. Поступила она в ИРКБ с объемным образованием в орбитальной области, которое уже начало прорастать в основание головного мозга. Случай, с которым столкнулась пациентка, крайне редок в нейрохирургическом мире. В непосредственной близости к опухоли находились жизненно важные структуры – глаз, артерии, вены. Несмотря на уникальность случая, врачи справились на высшем уровне. У пациента практически уже пропало зрение. Вызывала сильную боль, жжение, она ночами не спала. Уникальность этой операции, она заключается в сложном расположении, в сложном участке головного мозга. Очень трудно доступ во время операции. Вот такие опухоли, они, конечно, бывают, их на стадии зарождения их убирают, конечно, эндоскопически маленькую камеру заводят и убирают. В ее случае это уже было, к сожалению, уже осложнения пошли. Сложные оперативные вмешательства – это скорее норма, чем исключение. В отделении нейрохирургии в среднем в месяц делают порядка 70 операций. Многие случаи действительно уникальны, и подход к каждому должен быть свой. Ингушские нейрохирурги зарекомендовали себя. Сегодня в республику приезжают пациенты из других регионов страны. Аномалия Арнольда Киари, аномалия Киммерли. Вот эти операции, они не везде выполняются, поэтому мы очень рады, что мы можем помочь, мы можем принять пациентов и прооперировать их. Не так давно Умар Газгиреев принимал участие в конференции «Экспо-2025», которая проходила в Японии. Врачи со всего мира делились своим опытом работы на новом оборудовании, которое облегчает работу. С докладом выступил и главный нейрохирург Ингушетии. У нас был доклад по аномалиям Арнольда Киари. То есть это постер на доклад, мы показываем, на каком микроскопе и насколько это облегченно в нашей республике эту операцию мы проводим. То есть на Кавказе, кроме нас, вот эту операцию не проводит никто. Это максимальная микрохирургия с небольшого доступа операционного поля. Сегодня медицина Ингушетии не стоит на месте. Отделение нейрохирургии располагает оборудованием, которое позволяет проводить даже самые сложные операции. Многое зависит и от квалификации врачей. Такие профессионалы, как Умар Газгиреев, на деле подтвердили свою компетентность. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.